Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Виссарион Белинский 19 ғасырдағы орыс синемойының жарқын өкілі, Ресейдегі осы көркемдік бағыттың негізін қалаушы. Жазушы батыстық идеяларды қолдады және қазіргі буржуазиялық ойдан озып кетті. Оның жұмысы автор қайтыс болғаннан кейін бірнеше жыл өткен соң жоғары бағаланды. 1811 жылы 11 маусымда қазіргі Финляндиядағы Свебург бекінісінде дүниеге келген. Әкесі Георгий Белинский әскери дәрігер болған және Свебургта қызмет еткен. 1816 жылы отбасы Пенза губерниясының Чембер қаласына көшті. Онда болашақ жазушының балалық шағы өтті. Величайшим представителем всей российской критики XIX века считался Виссарион Григорьевич Белинский. Именно он является подлинным создателем русской литературной критической мысли. 11 июня 2021 году исполняется 210 лет со дня его рождения. До появления этого автора критические выступления зачастую сводились к банальному пересказу сюжета и его однобокой оценке, исходя из личных предпочтений автора или выявлению стилистических недостатков в произведениях. Литературные площадки XVIII века зачастую становились местом для сведения счетов между критиками. Виссарион Григорьевич Белинский же выступал универсальным оригинальным критиком, поднявшим русскую критику на небывалую до этого высоту. Органично соединив глубокую теоретическую проработку произведения с его художественным изложением в виде статьи или заметки, он отличался независимостью взглядов, идеальной принципиальностью, горячей полемичностью, за что и получил прозвание «неистовый Виссарион». Принципиальность литературного мировоззрения писателя подтверждает и то, что произведения одних и тех же авторов могли получить у него различные оценки. Например, очень противоречивое отношение сложилось у него к Гоголю. Белинский мог тонко отметить малейшие проблески таланта читаемого автора или отметить слабые стороны писателей, которые до сегодняшних дней считались классическими. Он проделал огромную работу в сфере развития отечественной мысли. Под воздействием немецкой философии Белинский стал основателем социализма на очередном этапе развития русской литературы. Мысли и позиции, которые популяризовал писатель с 40-х годов, продолжались разрабатываться представителями русской интеллигенции еще на протяжении десятилетий после него. Сегодня талантливого критика заслуженно называют отцом русской интеллигенции. Мы не должны забывать таких уникальных людей для нашей литературы, как Белинский, тем более сегодня, когда наша литература переживает определенный духовный кризис. Возможно, именно взгляд на классиков позволит нам найти ответы на вопросы, которые ставит перед нами современность.